друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня 29 октября, время половина девятого. Мы с Николаем приехали на реку Мокша в районе где-то населенного пункта Широмасово. И ловить мы сегодня планируем на перевертке. Приехали мы затемно, в 6 часов. Где-то часов 7 были уже на воде. Расставили перевертки. Где-то опять штук 50 решили сразу поставить. Только закончили. Будем ждать поклевок. Ну, будем использовать их как индикатор клёва. Сейчас выйдем на берег, попьем чай, снарядим спиннинги и попробуем поймать щуку еще на воблера. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Так, ну что, вышли на берег. Попьем сейчас чай и будем пробовать. Покидаем еще спиннинг. Перевертки молчат. Закидали, заставили, не знаю, как правильно сказать, весь левый берег по той стороне, по кромке. Вот здесь вот идет свал ближе к нам с течением, и мы вроде как бы по свалу поставили тоже перевертки и вдоль берега. Ну, будем надеяться, что у нас что-то клюнет, ребята. А пока пьем чай. Так, ну что, дорогие друзья, вот мы снова на воде. Вот здесь у нас стоят перевертки. Пока молчат. Не было ни одной поклевки. А мы чуть-чуть ниже по течению будем сплавляться. Может быть, сейчас станем где-то на якорь и попробуем покидать воблеры. Так, ну что, потихонечку нас сносит. Бросаем, поклевок нет, на улице холодно. Где-то плюс 2 градуса. Пробуем рыбачить. Так, ну что, кидаем, пока поклевок нет. Время без 20:10. Ветер, холодно. А мы рыбачим. Перевертки по-прежнему молчат. Так, время 10 часов. 11 час. Обстановка следующая. На воблеры не клюет. Кидали. Случился зацеп. Воблера у меня, но помог отцеп. Пока мы отцепляли воблер, нас обогнал кружок. Мы его догнали, спасли. Значит, посмотрели по навигатору. Здесь, значит, как показать-то? Где-то вон там находится озеро какое-то. Видимо, в разлив оно как-то, ну, заливается, смокшее. Николай высадился на берег и пошел туда посмотреть. А я возвращаюсь вверх по течению к нашим переверткам. Вот, поднимемся туда, посмотрим, были ли поклевки или нет. Поперли. Так, ребята, подошли к участку, просто засеянному нами перевертками, но, по всей видимости, поклевок нет. Не вижу, чтобы что-то перевертывалось тут, кувыркалось, как это должно было быть. Перевертки стоят как и возле берега, так и на свале возле начала струи. На струе пробовали ставить, там тащат перевертки, и ничего хорошего из этого нет. Поэтому решили вот здесь вот просто закидали все. Ну, поставили сколько там? Ну, опять же, в районе 50 штук. Для наживки использовали карасика и гальяна. То бишь мы вчера приобрели 30, по объявлению, 30 карасиков и 20 гальянов. Но
Не клюет, ребята. Не клюет. Я не знаю, видно вам на воде, не видно перевертки. Посмотрим, там, может быть, обратно пойду, встану. Стоя попробую заснять всю эту картину. Тишина. Ну, Николай говорит, будем ждать выхода. Так что не клюет у нас на перевертке. Тишина. Так, причалил я на маленький остров. Вот такой вот. Здесь, вон там, смотрю, ребята тоже на лодке. Вот отчаливают. А, на катере даже, ничего себе. Вот такие пироги. А здесь кто-то потерял штаны из березовой коры. Ну, посмотрим. Так, ну что, дорогие друзья, время 20 минут 12, обстановка следующая. Я поднялся на веслах вверх по течению. Машина находится вон там за поворотом. И решил сейчас вот по левому берегу буду облавливать сплавом. Течение нормальное, присутствует. Поэтому я думаю, что... Хотя ветер только вот мне в лицо. Ну посмотрим, как будем сплавляться. Течение нормальное. Вот здесь вот поработал бобер. Я увидел как бы вот белые следы на деревьях и решил подняться вот до этого места, посмотреть и отсюда начать сплавиться. Ну ладно, буду кидать, будут поклевочки, будем включаться, ребята. Вот здесь место сильно закоряженное. Бобер, наверное, тут постарался. Видно вот даже, но глубина небольшая. Видно без очков. Торчащие палки из воды. Николай следит там за перевертками и попутно ловит на фидер, там на опарыша. Думаю, что в сезон как бы в нормальный здесь можно и неплохо половить головля. Очень много присутствует подводных всяких вот коряжек, закоряжено. Глубина небольшая, я думаю, что голавль здесь летом держится. Ну, Мокша вообще интересная река, крутит меня. Головля здесь очень много. Солнышко тут прям выглянуло. Ну что, идем, под лодкой где-то 1,5 метра, наверное, глубина. Поклевок нет. Кидаю небольшой воблер в надежде, может быть, хотя бы окунь клюнет. Пробуем. Машина находится за поворотом. Идем пока. Но даже ни одного выхода не видел. Так, значит, обстановка следующая. Время 12 часов. Я прошел этот участок реки до нашей стоянки. Поменял 3 воблера и не увидел ни одной поклевки. Вот здесь вот установлены перевертки. Сейчас я пройду там через них и посмотрим. Но так как Николай не звонил, я думаю, что ничто здесь не бултыхалось. Поднялся ветерок, рябь на воде.
Ладно, и пойдем к Коляну, спросим, как у него дела, и что-нибудь перекусим. Прохожу здесь как по минному полю. Все заминировано, но рыба не клюет. Ни на воблеры, ни на живца, ни на карася, ни на гальяна. Наверное, нужно завязывать с рыбалкой в этом году. Сопли нечего морозить. Да. Вокруг меня одни перевертки. Но они молчат. На улице 4 градуса. Холодно, хочется есть. Поэтому пойдем на берег и сделаем обзор на военный сухпайок. Ну а что делать, если рыба не клюет, ребят? Вот второй раз выезжаем на живца, на аку приехали, поставили 50 переверток, поймали одного окушка, которого использовали потом за место живца, блин. И сейчас ни одной поклевки, пожалуйста. Ничего не трепыхается. Ладно, все, поехали на берег. Так, ну вот и Колян у нас тут. Хватит издеваться над опарышем, холодно. Коля. Хватит издеваться. Доедай опарыша, домой поехали. Ну чё, ничего? И у меня ничего. Я поднялся вот вверх по течению, короче, блин, вот, наверное, с километр. Сплавлялся, кидал ни одной поклевки. Выводы какие, Колян? Печально, да? Здесь рыбы нет. Я предлагаю пойти затрепать сухпайок. Как вы считаете? Да? Пошли. Ну что, дорогие друзья, выбрался я на берег. Решили мы перекусить. И на перекусить у нас индивидуальный рацион питания вариант 1. Давай, Николай, вскрывай его, посмотрим, что у нас внутри. Чем российская армия подчивает солдата в зоне боевых действий, либо учений каких-то, да? Давай аккуратненько вскрываем. Но она открывается прям это, как его, должна открываться вот каким-то нехитрым образом. Ага. Маленько не так, но так, да? Так, и что мы имеем? Давай, Колян, показывай, что у нас там есть. У нас есть салфетки, которые улетели. Да? Витаминка. Что это у нас такое? Так, картофель тушеный с мясом. Так, что еще? Держи вот это, клади. Говядина тушеная, чисто тушенка в таких вот вещах. Каша гречневая с говядиной. Давай буду это, как его показывать. И повидло яблочное. Так. Кофе натуральный, растворимый, гранулированный. Спички, которые горят в влажных условиях. Галеты. Сахар. 2 пакетика. Влажные салфетки
3 упаковки вижу у Николая. Чай. Какой он там, байховый, 2 пакетика. Какой-то вкусный фруктовая палочка абрикосовая с фундуком. Деликатесы пошли. Так, держи, Колян. Так, сыр плавленый, стерилизованный. Спирт, ребята, сухой спирт. Сухой спирт. Хоп, растворил в воде и выпил. Соль, перец по вкусу. Еще 1 пакетик сахара у нас нашелся. Дальше что мы еще имеем? Какой-то типа компотик, да, концентрат для напитка, тонизирующий. Паштет нежный. И икра заморская, баклажановая, ребята. Значит, еще у нас есть пластмассовые ложечки в количестве. Сколько? 3 штуки. На завтрак, на обед и на ужин. Чтобы не мыть, взял и закопал. Также мы имеем активированный уголь. Если будет плохо все это дело усваиваться, нам поможет что? Активированный уголь, ребята. Так, ну мы на сухом горючем жечь не будем. У нас с собой есть газовая плита. Мы сейчас что-то отсюда возьмем и съедим, ребята. Рыба по-прежнему не клюет. Так, легким движением руки включаем конфорку. Хопа. Можно даже убавить немного газ. Ставим акулий пупок вот сюда. Можно даже еще убавить. И на медленном огне готовим. Николай выбрал будет кашу с тушенкой, а я буду картофель тушеный с мясом. Ну, как-то так. Так, ну что, каша у нас приготовилась. Теперь подогреваем картошку. Готовится у нас картошка. Коляну повезло в 2 раза больше, чем мне, потому что Колян не за рулем, и у Коляна есть чайкушка. Или ты уже ее съел? Съел уже, да? Ну ладно. Тогда Коляну не повезло. Так, теперь решили разогреть тушенку. И то, что предназначено съесть за сутки, мы решили съесть за раз все. Разогревается у нас тут все дело. У Коляна кашка. У меня картошка. Ух, горяченькая, как я люблю. Вот такие пироги, ребята. Так что рыба не нужна. Что, мы не голодные, как бы, да? Главное дело процесс, Колян. Рыбу тоже пора есть. Ух, блин. Так, ну что, подкрепились. Довольно-таки неплохо. Горячее питание организовали здесь. И на десерт у нас фруктовая палочка. И, как положено друзьям, все мы делим пополам. Держите, Николай. Вот так, ребята. Опа, пол палочки. И какая палочка вкуснее, да? Ага. Ну ладно. Так, мы приняли следующее решение. Мы сейчас пойдем и проверим перевертки, как там живец. Были ли поклевки по повреждениям на живце или нет.
Может быть, где-то живец сбит или еще что. Сейчас посмотрим. Если что, поменяем на нового живца. Здесь запаркован наше плавсредство. Вытаскивай там этих, как их, опарыши, они замерзли. Да. Доедай их и домой поехали. Поднялся ветер. На воде волна. Холодно. Тепло, да? Конечно, тепло, блин. Чекушку съел. А? Плавает. Так, нам кажется, что произошла поклевка. Ну ладно, там подойдем поближе, включимся, посмотрим. Да, да. Нет, нет. Тогда что? Расскажем. Идет небольшой снег, что ли, да? Нет, снежинки? Нет, падает? Да, мне кажется, маленький. Ничего нету, да? Утекай! Заматывай на кружок. Блин, нету ничего. Я просто размотал, плавлял. Нет, просто раскрутился. Ничего себе, волна поднялась, ребята, волна, волнища. Проверили, значит, перевертки, все живцы целые, даже никто ни разу их там не тронул. Ни одной поклевки, ребята. Коля уговорил меня еще 1 час померзнуть на этой реке. Через час будем собираться и поедем домой. Пока решили вот немного пошвырять воблер. Печально. И давление нормальное, и луна нормальная, все нормальное. Погода нормальная, рыба не клюет. Волна нормальная. Ничего себе поднялось тут, смотрите, какая волна. Видно, нет? Как на море уже у нас тут. Шубу заворачивает. Не, Колян, давай сворачиваться, поехали домой. Все это херня. Смотри, что. Нас этот час вообще никак не спасет. Так, все, ребята, едем сворачиваться. Очень холодно, ветрище, волнище, интернетище и все остальное. Ну что, как рыбалка, Колян? Крутяк. Так, ну что, ребята, собрали мы все перевертки. Ни один из живцов не был тронут щукой. Все живцы остались целые. Ну как, ну осталось на них отверстие от крючка. Поэтому мы решили живца отпустить. Тем самым зарыбить водоем. Вот у нас
столько живцов. Здесь 30 карасей и 20 гальянов, ребят. Сейчас мы их отпустим. Все, ребята, убежали. Надеюсь, они вырастут большими, здоровыми и клюнут у вас потом на фидер. А мы вылазим на берег, собираемся и едем домой. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша очередная неудавшаяся рыбалка с живцом. Время без 15:03. Вот такая вот рыбалка, ребята. Что ж поделать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья.